По роду своей деятельности я часто бываю в России. И иногда россияне иронично мне говорят: ну что, Крым ваш? Или Крым чей? И тогда я отвечаю: Крым мой. И я думаю, что это такой ответ медиатора, что, мол, что можно вообще сказать на такой непростой вопрос, находясь в России, когда ты понимаешь, что Крым де-факто не принадлежит Украине, но мы можем говорить и должны говорить, что Крым мой или Крым наш. Но Крым наш уже звучит так, что тебе уже ничего не получается добиться этим словом, поэтому я говорю Крым мой. Очень сложно держать связь с, как мы сейчас говорим, с оккупированными территориями, я имею в виду Крым, и также та территория в Донецкой области, которая де-факто не контролируется Украиной, абстрактно. Важно, что есть какие-то связи через родственников, друзей. Иногда очень даже неприятные истории могут связать тебя с определенным местом. У меня, например, есть история с Крымом. Я была в команде социальных инноваторов, художников, историков, журналистов. И мы путешествовали по Крыму, и нас приютил один детский садик. И, к сожалению, моя плойка пропалила ковер в детском саду. Мы, конечно, извинились. И я все время думала, что нужно как-то компенсировать, что-то подарить этому детскому садику. И я вот думаю, что нужно обязательно это сделать. И совсем не важно, какие политические взгляды имеют те люди, которые нас приютили в этом детском саду. И, в принципе, наверное, до сих пор помнят нас как те, кто испортил им ковер. А если, мне кажется, я что-то сделаю, они будут знать, что это все из Киева было отправлено. Мне кажется, это может какой-то такой малюсенький мостик создать.